не доставай свою мелочь, потому что тем более Мелочь. дороже по Заплатишь за меня? Заплачу, да. Она заплатит за меня. Ну, это мелочь, а приятно. А чек мне? Да, чек мне. Да, спасибо. Вообще сейчас интересная ситуация с оплатой за проезд. Башавтотранс до 29 рублей поднял. Это по Алге подешевле. Батыров 30 рублей с апреля просят, а кто-то еще по 20 ездит. Вот это интересно. Слушай, ну объективно же услуга выросла в цене, да? Бензин дорожает, запчасти дорожают, опять же инфляция. Все дорожает. Опять же перевозчиков заставляют работать в белую. Расходы растут. Ну, знаешь, по поводу белой, когда с ними в частных беседах разговариваешь, перевозчики вообще не строят планы на будущее, говорят, загибается бизнес, и дело даже не в стоимости за проезд. Ну, на самом Говорят, деле, просто не дают работать. сколько бы они на жизнь не жаловались, да, что все плохо, что штаны последние с них спадают, никто из них добровольно со своими маршрутами не расстается. Ну, знаешь, а пассажиры-то тут при чем? Ни при Что чем. бизнес с чиновниками договориться не могут. А вот почему не могут, вот это очень интересно. Давай посмотрим, что удалось выяснить нашему Тимуру Давлетову, который изучал, сколько тратят уфимцы на общественный транспорт. И вообще поговорим об этом. Давай поговорим об этом. Не выбил чек, получи штраф. С начала марта частные перевозчики оказались под пристальным вниманием властей региона и сотрудников налоговой службы. Все дело в исполнении 54-го федерального закона о применении контрольно-кассовой техники. Это когда каждый наличный рубль должен быть зарегистрирован и учтен налогами. Чтобы перевозчикам было легче исполнять закон, еще в 2019 году правительство региона в лице Башкирского регистра социальных карт на каждый борт автобуса выделил бесплатно кассовый аппарат. Подход примерно такой. Да, карту Алгу будем принимать, банковскую карту тоже, но все-таки мы сторонники того, чтобы была наличная денежные средства, потому что наличка остается у нас в кармане. Они этого не скрывают, но это понятно, да, то есть, а вот с банковской карты пока там деньги придут. Ну, лукавят на самом деле, то есть все деньги приходят на следующий день. Наша съемочная группа отправилась по следам проверок покататься на маршрутках. Скажите, пожалуйста, а вы чеки не выбиваете, да? Ну, сейчас же положено чеки выбивать. Ухищрение водителя маршрутки фиксирует видеокамера. Наличку получил, а вот чек выбивать не торопился. А это уже прямое нарушение закона. На первый раз карается штрафом в 10 тысяч рублей. За повторное нарушение перевозчика уже могут лишить маршрута, а значит и работы. Другой водитель по тому же маршруту работает, кажется, исправно. Билеты выдает, но жалуется, мол, приходится отвлекаться от дороги. Скажите, пожалуйста, вот мы за все время поездки, мы журналисты просто, заметили, что вы не всегда выбиваете чеки. А этот водитель хоть и выбивает чеки, но не всегда. По нашим наблюдениям, из 3 пассажиров чек получает в лучшем случае 1. После того, как у водителя попросили выбить чек, он нам дал сразу 3. Но это старых чеков. Просто содрал их с ленты, получается, и вот выдал нам. А как ты понимаешь, что это старые чеки? Но они же уже были выбиты, получается, из кассового аппарата. Применение кассовых аппаратов дало возможность чиновникам и налоговикам увидеть, сколько реально денег тратят жители Башкирии на общественный транспорт. Официально чеки пробиты на 2,5 миллиарда рублей за 2020 год. Вместе с неучтенной наличкой сумма, по мнению специалистов, должна быть в 2 раза больше. Перевозчик имеет 584 борта, терминала, да, и он показывает на эти 584 борта, например, по 9 марта показал поездок 542. То есть у него за день проехал 1 человек в одном борту. Расплатился за наличку. Ну, наверное, неправда, да? Не 2 человека из 10 платят, да, то есть как бы, ну, минимум половина того, что платит точно. В так называемой реформе общественного транспорта положительные подвижки есть. Как минимум исчезли нелегальные перевозчики, систематизировались маршруты, появилась карта Алга и современные остановочные пункты. В целом, внимание к этой сфере со стороны властей и общественности не дает расслабиться ни перевозчикам, ни чиновникам. Почему участники не идут на откровенный разговор о своем бизнесе? И как далеко вообще он вышел из сумеречной зоны? Какой видит свою роль государство в городских перевозках? Чего не хватает уфимским пассажирам сегодня? Почему растет плата за проезд? И насколько прозрачным стал денежный поток в маршрутках?
Эти и многие другие вопросы мы сегодня обсудим в студии программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Владимир Петров, заместитель начальника управления транспорта и связи администрации Уфы. Рафис Ахмединов, руководитель Центра организации перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Сергей Паскин, заместитель гендиректора Башавтотранса. И на прямой связи с нашей студией из Москвы по скайпу Олег Арефьев, известный эксперт в области общественного транспорта и перевозок. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, собственно говоря, начнем с главного вопроса. Да? Когда мы сможем подвести черту под транспортной реформой и вообще в чем она заключается? Владимир. Ну и подводить на сегодняшний день итог, наверное, транспортной реформы еще, наверное, рано. Но первоначально то, что мы планировали перейти, вообще, если предысторию уйти, получается, в 2017 году Госкомитет на тот момент по транспорту и дорожному хозяйству заказал научно-исследовательскую работу питерскую. По итогам той самой работы предлагалось два варианта на тот момент. Непосредственно первый вариант это у нас был, сохраняя то количество на тот момент транспортных средств, изменить маршрутную сеть. И второй вариант это непосредственно, чтобы у нас по городу уже работали, так скажем, магистральные маршруты. Владимир, я прошу прощения. Вообще, когда мы употребляем термин транспортной реформы, это корректный термин? Мы правильно говорим? Ну, на тот момент он и сейчас, в принципе, на тот момент был, да. Потому что на тот момент у нас очень много было нелегальных перевозчиков, которые не имели разрешительной документации администрации города. И работали они как хотели, на тех маршрутах, где они хотели. Поэтому вот, в октябре 2018 года, когда глава республики Ради Фаридович пришел, и была поставлена задача для того, чтобы у нас все было узаконено, и все перевозчики, которые работают в городе, работали по тем маршрутам, которые есть у нас на тот момент в реестре были. Ну, то есть, по крайней мере, по этой задаче, по первому этапу этой так называемой реформы, будем так говорить, эта задача выполнена, правильно? От нелегалов мы избавились? Да, нелегальных перевозчиков на сегодняшний день на территории города нет. Рафис, по поводу нелегальных перевозчиков. Я поддерживаю Владимира Георгиевича. Да, на самом деле нелегальных перевозчиков нет, но что касается в целом итогов реформы, наверное, это не нам судить, это судить пассажирам, которые пользуются этим общественным транспортом. Мы можем только рассказать про то, что было сделано. Вот как уже было видно из репортажа, у нас в каждом автобусе присутствует терминал. Это тоже была проведена очень большая работа, очень большие вложения, очень большая поддержка со стороны правительства. Вы совершенно верно заметили, что настоящую оценку ходу транспортной реформы дает, конечно, потребитель, пассажир, безусловно. И у наших уфимцев есть разные мнения, честно говоря, по этому поводу. Да? Сергей, скажите, пожалуйста, вот Башавтотранс до начала реформы и сейчас – это как будто два разных предприятия, два разных человека, два разных состояния. Совершенно верно. Нельзя говорить сегодня о транспортной работе без обновления подвижного состава. И Башавтотранс – это главный и единственный государственный перевозчик. Совершенно верно. И мы представлены как раз как ГУП, государственный перевозчик, на всей территории республики. И говоря уже с июля 2019 года, как раз происходит у нас обновление подвижного состава. Ну, мы все это с нетерпением ждали, естественно, и водители, и мы. Вот. Ну, и, соответственно, сам пассажир. Автобусы Башавтотранс, они узнаваемые, видно их издалека, мы видим это изнутри, снаружи автобуса. Вот. Порядка 723 единиц поступило к нам в Башавтотранс, и в Уфе осталось 400 единиц автобусов. Автобусы разного класса, это автобусы большого, среднего и малого класса. Малый класс был распределен по городам республики, соединили мы районы с Уфой. Вот. Большой класс в основном все остались у нас на Уфе, на уфимских маршрутах, ну и средний класс частично здесь и в районы. Давайте подключим к разговору Олега Арефьева, который находится, я еще раз напомню, на связи по скайпу в Москве. Олег, вы слышите нас? Здравствуйте. Да, прекрасно. Олег, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние городских пассажирских перевозок в Уфе вот на сегодняшний день? Ну вот, первое, я хотел бы все-таки немножко, наверное, уточнить по сказанному, вот то, что я сейчас слушал. То, что транспортная реформа – это легализация рынка. Тут надо понимать, что легализация рынка – это взаимоотношения перевозчика и государства. То есть вот как бы пассажиры, они не особо касаются.
Пассажиру не сильно важно, легальный, нелегальный перевозчик. Главное, чтобы чистый автобус ехал по нужному маршруту и довез его целым, здоровым. Говорить о том, что нелегалы однозначно все попадают в аварии, а легальные ездят не попадают, тоже некорректно. Поэтому вот транспортная реформа для пассажира вот в плане легализации, она только выразилась в том, что меньше стало автобусов. То есть вот качество для пассажира, качество пользования общественным транспортом, оно снизилось. Потому что автобусов стало меньше по некоторым маршрутам и стало сложнее уехать. Вот смогли ли мы за счет покупок нового автобусного парка, новых автобусов, возместить тот дефицит автобусов, который образовался вследствие ухода нелегалов? Вот скажите. Ну, смотрите, если опять возвращаться... Полностью, наверное, нет. Ну, полностью нет. Говорим, мы же сегодня как перевозчик. Мы представлены как перевозчики. Говорим, что перевозчик. У перевозчика есть право находиться на этих маршрутах по картам данного маршрута. То есть на сегодняшний день те карты маршрута, которые присутствуют у Башавтранса, они все закрыты нашими автобусами. Спасибо. Но вот как сегодня выглядит система общественного транспорта в Уфе, что изменилось и изменится в ближайшее время, давайте посмотрим. Если в среднем человек пользуется общественным транспортом без пересадок, то он выкладывает 1500 рублей. Но не у всех есть возможность пользоваться прямыми рейсами и приходится пересаживаться. Тогда бюджет возрастает как минимум в 2 раза. Карта Алга решает этот вопрос. По ней в течение часа можно пересесть с одного маршрута на другой, не оплачивая эту пересадку дополнительно. Но касается это только государственных перевозчиков – МУЭТ, Башавтотранс и электрички. Частные перевозчики не видят для себя в этом выгоды. Вообще, зачем нам нужна Алга? Я так и не понимаю. У нас, если можем оплачивать обычные карты, вот он поехал на Башавтотрансе, да, а потом пересел на МУЭТ. Перевозчик получает неизвестную сумму, потому что они должны расщепиться, правильно? То получается, что для перевозчика невыгодны эти мультимодальные перевозки. Единый проездной билет – это большая экономия для пассажира, но при одном условии – если перевозчики будут работать сообща. Чтобы все вот эти перевозчики работали сообща, а пассажиры могли ездить по городу с пересадкой на любой маршрут, да еще и не доплачивая, нужно менять систему расчета. То есть водители должны работать не каждый сам на себя, а выполнять задания города и получать деньги за отработанное время. По такой системе, где тариф регулирует администрация города, а не каждый перевозчик, работает транспорт в Москве и в Казани. Для того, чтобы участвовать в часовом билете, должна быть единая цена проезда и взаиморасчеты между перевозчиками, которые будут участвовать в этом проекте. Эта схема дальше не двигается из-за отсутствия финансовых средств в городском бюджете. Это требуются большие затраты на то, чтобы переводить все или практически все маршруты, работающие сейчас по нерегулярным тарифам. Сумма идет на миллиарды рублей. Но одна из претензий частных перевозчиков, к сожалению, они как-то не захотели поучаствовать в нашей дискуссии, но вот в личных сообщениях они говорят о том, что невозможно в этих конкурсах участвовать. Все конкурсные процедуры направлены только заточены под Башавтотранс. Якобы вот у Башавтотранса есть определенное количество автобусов, а у них такого нету. Нет, но мы же на сегодняшний день, если даже... Вопрос на самом деле простой, да, насколько это соответствует действительности, наверное, да, в какой-то степени, да, и почему это происходит? Наверняка есть какие-то объективные условия, да? Не соответствует действительности, во-первых. Не соответствует. Не соответствует, поэтому на сегодняшний день все это проходит прозрачно, поэтому мы, конечно, мы непосредственно по 44-му на сегодняшний день не торговались и как бы не выставлялись. Но конкурсы у нас проходили на сегодняшний день. И поэтому в любом случае перевозчик, который на сегодняшний день заявился, в последующем может, и так же, как и ознакомиться с документацией, также и может в последующем уже подать жалобу в ФАС. Поэтому тут решение не по последней не за нами, а также и даже может обратиться в суд в последующем. Понятно. Сергей, скажите, пожалуйста, как вы считаете, Башавтотранс – это государственный перевозчик, главный и единственный, и несет серьезную социальную нагрузку в том числе. Должны ли предоставляться Башавтотрансу какие-то преференции на этом рынке? И почему?
Да, действительно, доля социальных категорий граждан, которые пользуются нашими услугами, составляет чуть больше 20%. Поэтому не надо забывать именно эту категорию граждан, которые, стоя на остановке, дожидаясь наш автобус, да, и нужно довести этого пассажира до места назначения. Вот. Поэтому, учитывая то, что эти пассажиры не только ездят утром и вечером, да, они пользуются нашим спросом и днем. Вот, поэтому та регулярность каждого маршрута, она должна выдерживаться. Поэтому не то, что преференции. Я считаю так, наверное, все-таки мы на сегодняшний день берем качеством. Берем качеством и обслуживанием. Вот. Для нас самое главное – это безопасные и качественные перевозки. Вот давайте спросим у Арефьева, да? Олег, вы слышите, да, меня? Да, конечно. Вот давайте, честно говоря, да, положа руку на сердце, все ли частные перевозчики могут обеспечить необходимый уровень технического обслуживания своего парка? Вот скажите, пожалуйста. Ну нет, технического обслуживания своего парка они в достаточной мере при необходимости могут обеспечить все. Другой вопрос, что никто из них практически на сегодняшний день предоставить качественную услугу, реально качественную, но, к сожалению, не сможет, потому что они и работали, и работают на данный момент ровно в тех вот границах, в которых им разрешено работать, в которых им дали возможность работать. И здесь работает правило бизнеса, то есть при минимальных вложениях получение максимальной прибыли. Этим все занимаются. И Башавтотранс, вот, в том числе, когда он говорит определенные свои социальные миссии. Олег, я прошу прощения, но почему они не вкладывают какие-то средства в развитие, там, в перспективу? Почему так происходит? А они не понимают, что будет завтра. Никто из них не понимает, что будет завтра. У нас даже Башавтотранс, я думаю, не совсем понимает, что будет завтра. Давайте этот вопрос зададим Рафису. Рафис, скажите, ну вот есть понятная картинка, что будет завтра? Ну, исходя из вопроса, я для себя пришел к мнению о том, что такое мнение о предприятии Башавтотранс складывается в связи с тем, что конкурсы, они на самом деле выставляются, и участвовать в ней могут любые субъекты хозяйственной деятельности. Ну, это рынок. Это рынок. Но здесь вопрос, с одной стороны. Да, здесь вопрос возникает в следующем. У нас идет реформа в части и смену типа транспортного средства. То есть на конкурс составляются автобусы большого класса. И здесь вопрос о готовности перевозчиков вкладывать деньги в автобусы. А вы разговаривали с частными перевозчиками о том, насколько они готовы покупать эти большие автобусы и вкладываться? Смотрите, при проведении конкурсных процедур у нас по закону не требуется даже наличие на момент конкурса этого автобуса. То есть перевозчик может пообещать, но в течение определенного времени он обязан выполнить. Это очень конкурентный рынок, пассажирские перевозки. Да? И вопрос денег здесь все равно стоит во главе угла. Понятно, что на этом рынке участвует и государственный перевозчик, и частный. Но давайте опять же, честно говоря, если государственный перевозчик платит полностью налоги, максимально, насколько возможно на этом рынке, то частные перевозчики, несмотря на огромный оборот черного нала в этой сфере, пока еще и поступления от них оставляют желать много лучше. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, есть ли возможность, какие меры предпринимаются для того, чтобы максимально повысить прозрачность денежных потоков в этой сфере? Владимир. Ну, правильно сказали, рынок должен быть прозрачным, поэтому все перевозчики, которые на сегодняшний день работают, они должны показывать, что они зарабатывают. По крайней мере, на сегодняшний день, вот мы же видим по предприятию, допустим, Башавтотранс, тот же самый наш МУЭД, и транспортных средств меньше же не стало. А то, что те же самые участники уходят и пытаются как бы обвинить органы непосредственно, ту же самую администрацию, там, и говорить, что мы, допустим, как-то их притесняем. Мы ни в коем случае их не притесняем на сегодняшний день. Если рейдовые мероприятия каких будут работать... Рафис, скажи, пожалуйста, вот насколько ощутима разница между денежными поступлениями от государственного перевозчика и частных перевозчиков? Она ощутима? Ну, разрешите сначала вообще пояснить в целом про конкуренцию высокую на рынке. На мой взгляд, конкуренция среди перевозчиков, она должна возникать только на момент конкурсного отбора. После перевозчики должны добросовестно исполнять те условия, которые были представлены на конкурсе. То есть здесь не может идти речь о том, что идет какая-то конкуренция за выручку на рынке. Вот. Это что касаемо
конкуренции. Да, Что понятно. касаемо поступлений средств, это тоже, наверное, не совсем корректно будет озвучивать в эфире, потому что это все-таки коммерческая тайна. Могу только пояснить по объему перевезенных пассажиров. На сегодняшний день, если взять в целом республику, то более 50% этих пассажиров по данным единой системы учета оплаты проезда показывает Баштранспорт, я подчеркиваю, показывает. Пока вот такой полноценной картинки мы со стороны частных перевозчиков не видим. То есть мы делаем вывод, что все-таки полностью из той сумеречной зоны, в которой они находились, полностью еще буквально 3-4 года назад, они так по-прежнему и не вышли, да? Мы в полном объеме... давайте уж называть вещи своими именами. Не видим учет именно наличной оплаты. Спасибо. Мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь. Сразу после рекламной паузы продолжим. Руслан, мы, конечно, самые острые моменты, спасибо, Розаль, большое, обсудили, и карту Алга, и то, что наличку до сих пор, так в серую собирают в общественном транспорте. Но самое главное-то не обсудили, а что хотят пассажиры. Как они эту видят? На самом деле, да, вот эти все тарифы, субсидии, деньги, это интересно профессионалам. Да, Ну почему? Обычному пассажиру важно, чтобы его из точки А в точку Б отвезли безопасно, комфортно и желательно вовремя. Вот что его интересует. Поэтому давай продолжим разговор, да, и все-таки что ждет? Куда мы будем двигаться дальше, да? Давай. А вы не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. Качество пользования общественным транспортом снизилось. Чтобы 51-й автобус чаще ходил, его вообще, в принципе, не дождешься. Почему участники не идут на откровенный разговор о своем бизнесе? Все частные перевозчики просто опасаются репрессий. Есть понятная картинка, что будет завтра. Рассчитывать только на сознательность перевозчиков, нельзя. Это не нам судить, это судить пассажирам, которые пользуются этим общественным транспортом. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем проблемы общественного транспорта в Уфе. По данным Башстата, количество пассажиров ежегодно снижается. Так ли это? Так, в 2019 году жители Башкирии совершили на 80 миллионов поездок меньше, чем в 2010 году. Как мы знаем, чем больше личного автотранспорта в городе, тем хуже для экологии. Какие главные претензии у пассажиров к общественному транспорту? Посмотрим. Утро, остановка Конди. Несмотря на час пик, здесь немноголюдно. Люди входят и выходят, маршрутки ездят регулярно. Но есть и такие, кто никак не может дождаться своего автобуса. Наверное, чтобы 51-й автобус чаще ходил, его вообще, в принципе, не дождешься. А это школа МВД. Автобусы отсюда отправляются регулярно. Но не во все популярные точки Уфы доехать можно без пересадки. Какой-то такой ярко выраженной, явной претензии нет. Но хотелось бы, чтобы работали лучше, ездили чаще, безусловно. А это молодой микрорайон Уфы, Кузнецовский Затон. Район с большим количеством социального жилья и жилья эконом-класса. Владельцев личного транспорта немного. По расписанию отъезжать отсюда маршрутки должны каждые 10 минут. Но правила явно не соблюдаются. А машин мало у нас, связанные с дорогами. И то, что отдыхать людям тоже надо. Путевки берем рано-рано утром и работаем допоздна. Но не знаю, сейчас весна начнется, что будем делать с дорогами, я не знаю. Да, центральный рынок удобный, а вот до этого, если по Аврора подниматься и в сторону, допустим, Менделеева, то там тяжело. И уже надо дополнительный маршрут. Сейчас удобнее добираться на такси. Час пик закончился, по делам поехали пенсионеры и мамы с колясками. У жителей исторического центра Уфы свои замечания. Вот, например, 74-й, там всякие, которые из дома. У них написано окончание работы, например, 8:20. Уже с 7 часов там транспорта нет. Они в ту сторону уходят на дом, назад они не возвращаются. А что ждете-то? Вот сейчас же был автобус. Там народу много, сейчас толкаться будут. Было такое-то, что на ребенка упали один раз. Толкаются. Поэтому немножко пустую жду обычно. Есть претензии у пассажиров и к обустройству остановок. Вот прямо за моей спиной, по идее, находится остановка общественного транспорта, улица Геологов. Правда, узнать, что здесь остановка просто невозможно. Как видно, нету ни остановочного павильона, ни расписания, во сколько и куда здесь отходят маршрутные такси. Информационное табло на умной остановке не всегда показывает реальную ситуацию. Приехал 277-й, 272-й. Вот 224 подъехал, но перед ним, получается, несколько автобусов, они вот здесь вот в табло не указаны просто, они подъезжают, а по табло ты их не видишь, поэтому какой прибывает точно,
невозможно было определить. Олег, вот вы общаетесь, да, с пассажирской аудиторией. Скажите, пожалуйста, вот какие основные вопросы, может быть, даже претензии горожан, сейчас уфимцев, к состоянию городского общественного транспорта? Ну, почему общаюсь? Я сам являюсь периодически пассажиром. Вот я на днях был в Уфе и был пассажиром общественного транспорта. Я могу свои впечатления вам рассказать совершенно свободно. Я вышел на остановку, причем, да, автобус подошел быстро, безусловно, чистый автобус. Правда, Пазик, это, по-моему, 266-й маршрут ИП Батыров. Вот сам факт, то, что пока я протискался с задней к передней двери, я понял, что я больше ездить на них не хочу, на этих автобусах. Я поеду на такси, я поеду на своей машине. И вот у меня лично претензия – маленькие тесные автобусы. То, что мы набрали Викторов Next вместо Пазиков, которые мы хотим сейчас убрать непонятно как. У меня основная претензия. Претензия от пассажиров, которые звучат, да, на окраинах. Коротко, только самые основные, Олег, чтобы тут не растекаться мыслью по древу. Да, самая очень короткая основная претензия, если по центру транспорт ходит довольно-таки исправно и довольно-таки часто, с окраин, и особенно после 20:00, а после 21:00 вообще не уехать. Вот основная претензия пассажиров на сегодня. Это, наверное, вопрос. Понятно, спасибо. Это вопрос, да, к Владимиру. Все-таки хватает ли в Уфе парка для вывоза необходимого количества пассажиров? Если не хватает, что предпринимается? Индикатором на сегодняшний день всех вот этих жалоб, конечно, у нас является система инцидентов. Жалобы есть, спорить не будем. Да, жалобы есть, поэтому мы не говорим, что идеально работаем, поэтому... По тем маршрутам, по которым на сегодня у нас поступают жалобы, конечно, мы выезжаем, работаем с теми же самыми перевозчиками, где у них не хватает непосредственно тех же самых автобусов, которые, как вот Олег говорит, непосредственно работают на окраине. Мы, конечно, просим перевозчиков, и перевозчики с удовольствием идут навстречу, они на этих маршрутах продлевают работу. А с кадрами как дела? Водителей хватает? Но водителей не хватает, как в целом по России не хватает их. Сколько сейчас, вот, Сергей Владимирович, сколько сейчас средняя зарплата водителя автобуса? Реально? Ну, у нас водитель привязан как к часам, так и к доходной части. Поэтому здесь я хочу сказать, что в Уфе она намного выше, чем на периферии. Вот, и 50 тысяч рублей средняя зарплата, да, у водителя в Уфе. Вы испытываете кадровый дефицит водительского состава? Ну, на сегодняшний день, правильно Олег заметил, и то, что инцидент говорит, да, мы прислушиваемся. Хотелось бы вообще сделать двусменный график работы нашим водителям и продлить работу общественного транспорта до 11 часов. Ну, это объективные причины, да? Это понятно, да. Это объективные причины. Но с приходом сейчас у нас 160 автобусов большого класса, ожидаем мы... В апреле. Давайте не будем говорить, да, но вот в ближайшее время, можно так сказать, чтобы не сглазить, да, и как раз вот у нас такая потребность, она возникнет. Рафис, то, что касается межмуниципальных перевозок и уфимской агломерации, потому что мы понимаем, что это одна большая территория, связанная многими узлами и связями. Да, здесь хотелось бы отметить, что помимо нехватки автобусов, подвижного состава, здесь, наверное, надо говорить о том, что должен быть надлежащий контроль именно за перевозчиками пока негосударственной формы собственности, которого на сегодняшний день в таком объеме, в котором хотелось бы, у нас нет. Вот. Что было для этого сделано и сейчас реализуется? Мы создали единую диспетчерскую службу, которая объединит в себя всю республику, все муниципалитеты. Начали мы с города Уфы, с уфимской агломерации. Вот на сегодняшний день сформирована рабочая группа совместно с городом Уфой, с Уфагортрансом, с МУЭТом, с представителями частных перевозчиков. Для того, чтобы контролировать выполнение рейсов. Потому что перевозчики, которые работают на сегодняшний день, они заинтересованы в большей степени на утренний вывоз пассажиропотока и на вечерний. Там, где можно заработать. Вот еще раз возвращаюсь к тому, что конкуренция должна быть только на этапе конкурсного отбора, а в процессе выполнения рейсов они должны уже руководствоваться расписанием утвержденным и установленным. Здесь больше надо усилий именно в части контроля. Какие еще есть предложения по развитию и решению проблем общественного транспорта в Уфе? Давайте посмотрим экспертов, которых мы записали. Все частные перевозчики
перевозчики, абсолютно все, на сегодняшний день в республике просто опасаются репрессий в свою сторону, давать какие-то комментарии, тем более последние, я не знаю, знаете вы или нет, последние 2 недели практически ежедневно у частных перевозчиков, я отмечу, только у частных перевозчиков проводятся проверки. Это и налоговая инспекция, и ГИБДД, и УГДН. Фактически на сегодняшний день ничего не изменилось. Изменилось ли то, что мы избавились от нелегальных перевозчиков? Тем самым мы уменьшили количество транспортных средств, но при этом мы ничем не заменили те транспортные средства, которые мы убрали с наших дорог. Владимир, у меня вопрос. Я понимаю ГЛОНАСС, понимаю контроль ваш, да? Но для обычного пассажира необходимо обычное расписание, вывешенное на вот этих умных остановках или неумных остановках. Ну и чтобы оно соблюдалось. И оно, чтобы соблюдалось. Кто за этим должен, кто этот вопрос должен контролировать? Вообще, согласно положению о транспортном обслуживании населения в городском округе города Уфа, это обязанность перевозчика. Они непосредственно сами должны расписание повесить на остановочных пунктах. Но на сегодняшний день всю эту работу непосредственно скоординирует Уфагортранс совместно с нашими перевозчиками. Мы единый стиль, который есть на сегодняшний день, совместно с ними размещаем на наших остановках. Как только вы сказали, что это входит в обязанности перевозчика, я сразу невольно начал улыбаться. Потому что мы прекрасно понимаем, что рассчитывать только на сознательность перевозчиков, нельзя. Необходимо их контролировать, проверять и привлекать к ответственности в случае нарушения. Так там нет даже такой доски, на которой бы они единообразно были расписаны. Мне кажется, каждый, если прилепит на столбе свое расписание, это все смешно. будет как афишная клумба, да. Да, разрешите, я полностью с вами согласен. Это на самом деле большая проблема, которую мы, как еще раз повторюсь, в чем проблема ее решить? Проблема в том, что это все разрознено. Вот если даже говорить про расписание, там есть расписание межмуниципальное, есть городское, они все разного формата. Мы это все прекрасно понимаем, и в связи с этим вот сейчас мы решили все централизовать. Технически все это уже такая возможность есть. Мы начали с Уфы, у нас формируется единое расписание. Тема важнейшая. Тема, которая касается и волнует всех, да. И давайте резюмируя наш сегодняшний разговор. Положительная динамика определенная есть. Только слепой этого не увидит. Есть. В части развития общественного транспорта Уфы. Но до заветной там финиша еще очень и очень далеко. Скажите, пожалуйста, в чем, давайте по очереди, в чем вы видите первоочередные меры для дальнейшего развития? Самая первая задача, которую мы видим на сегодняшний день совместно с нашими перевозчиками, совместно с Минтрансом, то, что Рафис Ралевич говорил, чтобы наши перевозчики начали работать по расписанию. Это одна из самых главных задач на сегодняшний день, с учетом того, что мы внедряем эту систему, чтобы наши пассажиры знали, во сколько автобус подъедет, к какому времени непосредственно ему надо выходить на остановку, чтобы он мог ориентироваться. Сейчас на первом этапе одна из самых главных задач. Рафис, такой же вопрос. Наверное, да, немножко повторюсь. Это в первую очередь обеспечить контроль путем диспетчеризации всей маршрутной сети, обеспечить нормальную, здоровую конкуренцию на этом рынке, чтобы перевозчики понимали, что их ждет в ближайшие 5 лет и могли инвестировать в этот рынок. И придать прозрачности в целом этому рынку и в первую очередь обеспечить комфортные поездки именно пассажиру. Сергей. Я как перевозчик уже скажу тогда, куда движется Башавтранс, то есть то направление и тот вектор направления, который мы выбрали, мы его будем продолжать. То есть обновление подвижного состава, оно будет, конечно же, при поддержке правительства республики. Движение вперед, оно есть. Мы обратили внимание на валидаторы, да? То есть это тоже некое движение. То есть сегодня может пассажир уже без помощи кондуктора произвести оплату. Актуально было это как раз в период пандемии. Это, слава богу, все пережили, но тем не менее оно настолько стало популярно и удобно. 75-й маршрут мы запустили. Помимо этого оборудовали датчиками подсчета пассажиров. Что это дает? Значит, на каждую дверь датчики стоят.
И мы можем прогнозировать, вернее, складывать аналитику и говорить о том, вот если говорить, что автобус малой вместимости, да, или не хватает этих автобусов, вот как раз этот подсчет пассажиров нам позволит изучить каждую остановку, сколько зашло, сколько вышло, и сколько автобусов на данный маршрут это нужно. Олег, ну, завершая наш сегодняшний разговор, что вы можете резюмировать по поводу того, куда должен двигаться и как общественный транспорт Уфы, уфимская агломерация, давайте так говорить? Ну, я постараюсь очень быстро. Для начала хотел бы неожиданно встать на сторону Владимира в том плане, что нет у него реальных рычагов воздействия на перевозчиков, на частных. Все вот эти 10% и обращение в суд – это такая тягомотина, которая не факт, что закончится в пользу города. У него появятся рычаги воздействия на перевозчиков. Если перевести на брутоконтракты, тогда он им платит, тогда он их может штрафовать, и тогда они будут стоять на каждой остановке секунда в секунду. Пока в республике не появится один орган, который разрабатывает стратегию, согласовывает ее между всеми ветвями, с электротранспортом, с автотранспортом, с межмуниципальными, в том числе такси не надо забывать. Электричка тоже сейчас транспорт, на который мы хотим опираться. Вот пока не появится орган все это координирующий, я думаю, мы будем дальше строить какие-то прожекты про канатные дороги. Формулируя ваши пожелания и резюме, я так понимаю, что вы имеете в виду Министерство транспорта, да? Либо при как единый координирующий орган и регулирующий. Либо при Министерстве транспорта, либо, при правительстве, потому что вопрос, реально знаковый, и мы туда уже... Вопрос очень важный. Да, и мы туда денег уже немало вбухали, по большому счету. В любом случае, я считаю, допустим, что критика – это двигатель прогресса. Да? Уважаемые гости, сегодня мы обсуждали очень важную тему. Она действительно знаковая для и всех уфимцев, и жителей республики. Большое вам спасибо, что нашли время прийти. За предметный, за конструктивный и, главное, честный разговор. Спасибо большое. Руслан, подводя промежуточные итоги этой так называемой транспортной реформы... Промежуточные, конечно. Нужно теперь понимать, что первым этапом это была легализация наличности, а второй этап это будет, регулярность рейсов. Да-да, есть у революции начало, нет у революции конца. Легализация понятна, а вот регулярность, да, оказывается, это обязательное условие не только благополучной семейной жизни, регулярность, но и, оказывается, обязательное условие перевозок. Кроме шуток, казалось бы, чего сложного, да, просто контролируя выполнение своих обязательств перевозчикам. Не сложно же. Не сложно. А мне бы хотелось, чтобы еще и на остановках эта регулярность была как-то освещена. И я за этим буду следить. Чтобы было расписание. Было расписание, я за этим буду следить. Я уверен, ты добьешься это своего. Тебе слово. Честно говоря, всем уже интересно, есть ли свет в конце тоннеля транспортной реформы и чем, вернее, когда она закончится. Хотя реформы, как и ремонт, процесс сам по себе бесконечный. Как в классической КВНовской шутке. А как по-башкирски будет вперед? Алга. А назад? А нету в нашем языке слова «назад». А если нам надо, то мы разворачиваемся и опять алга. Так что, ребята, только вперед. Назад у вас дороги нет. Это ведь действительно не шутки. Разрулить уфимские маршрутки. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.